Сирененький бесперспективняк из Нью-Йорка. В этот выпуск и Дмитрий Щегельский, и Раз Зинкович в Нью-Йорке в бункере готуемся к партизанской войне. І нават Алена Денисовец таксама з намі в бункеры. Калі вы можете сказаць сходу без падрыхтоўкі фразу «сиреневенький бесперспективняк», это значит у вас нечто не ў парадку з головой. Так, Дима? Ну, даже если не можете, не значит, что все хорошо. Итак, что у нас адбылося за мінулыя 2 тыдні? Я вернулся з Беларусі, адбыўшы стандартны беларускі 10 сутак, адсидзеўшы ў мядзельскім ізалятары часовага ўтрымання. Вось, в Беларусі пачалася хваля рэпрэсіяў. За гэты час уже некалькі тысяч чалавек былі асуджаны на суткі. У Беларусі збуджана больш за 250 крымінальных справаў. Что еще важно было за 2 тыдня? ООН подтвердила 450 случаев пыток. Важным было заявление Путина и Лаврова, на которые, к сожалению, не отреагировали, о необходимости создания, скажем так, политического субъекта, с которым можно было бы вести переговоры. Ну, собственно, все остается по-прежнему, ситуация патовая. Восставшие не в состоянии сбросить власть, власть не в состоянии успокоить восставших. Ждем инаугурации, я думаю, что на инаугурацию будет очередной всплеск протестов. Ну, это безумовно так. А что ты скажешь про роль Конституционной Рады, Координационной Рады, чем она занимается зараз? Апроч того, что ты некоторые из ее сябров сидят в тюрьме, что робят остальные? Ну, остальные, как всегда, и традиционно за последние 26 лет ездят по Европе, пытаясь доказать Европе, что они являются субъектом, пытаясь получить, как я понимаю, какую-то поддержку. Европа эту поддержку оказывать не спешит, и я думаю, что не окажет в сколько-нибудь серьезном объеме, кроме там очередной глубокой озабоченности, моральной поддержки и, вероятно, каких-то небольших весьма денег на развитие демократии, потому что они воспринимают Беларусь как задний двор Путина, и я понимаю, почему не хотят ввязываться в эту историю. Ну, треба нагадать так само, что вчера Европа так и не здолела узгоднить поміж собой санкции супраць режима, потому что Кипр уперся и сказал, что покуда санкции не будут введены супраць Турции, на белорусский режим так само не будут накладены санкции, потому что Кипр супраць. Ну, рассчитывать на Европу — это вообще занятие бесполезное, поэтому остаются, я бы сказал, 3 ключевых игрока в кейсе Беларуси. Это Америка, это Россия и это Китай. О Китае почти не говорят, и совершенно напрасно, на мой взгляд. За все это время не были озвучены позиции, в том числе Координационного совета, по интересам Китая, не были озвучены позиции по интересам России, не были озвучены позиции по интересам США. То есть догадаться, ну, вероятно, в Китае, в России и в США должны догадываться. Латушка пытается повторить фокус Лукашенко 1994 года и попасть на заседание Госдумы. Помнишь выступление Лукашенко? Да, конечно. Которое было. Это было ключевой момент, на мой взгляд, это был один из ключевых переломных моментов его избирательной кампании 1994-го, когда он смог выступить в Госдуме и получить поддержку российского истеблишмента. Но я не думаю, что Латушке это удастся, потому что, собственно говоря, а зачем русским с ним встречаться? По следующим причинам. Лукашенко тогда выступал за вхождение в Россию, за интеграцию, за восстановление Советского Союза, рассказывал, как ужасно было то, что произошел его распад. Латушка пытается повторять риторику Лукашенко о мосте, о многовекторности, о соединении, но эта риторика не устраивает даже русских от Лукашенко, которого откровенно дожимают к интеграции более тесной. Зачем им отказываться от Лукашенко и заменять его на Латушка, который будет продолжать всю ту же политику? Ну и в конечном счете, я думаю, что у белорусов на самом деле стоит выбор о том, что, несмотря на то, что эти протесты до сих пор не вовлекали геополитику, им придется делать геополитический выбор. Если белорусы хотят идти в Европу, тогда хотя бы понятно, зачем Европе поддерживать эти протесты. Если они не хотят идти в Европе, встает вопрос, а с какого перепуга Европа должна чем-то жертвовать ради того, чтобы поддержать белорусский народ. Ну, з Європою все вельми складано, тому що питання в тим, коли білоруси захочуть йти в Європу, чи захоче Європа, як туди йшли білоруси. Не, я это все понимаю, это уже другая часть вопроса. Но если у нас есть протест, в котором не ясно, за Россию или за Европу, встает вопрос, зачем Европе и вообще Западу поддерживать этот протест?
Где их интерес? Я не разумею, дзе інтарэс увогуле хоць кагосьці выказвацца хоць на адным з бакоў, і мне найменш зразумела пазіцыя Расіі, якая ўсё ж такі Лукашэнку падтрымала. Мне здаецца, ну гэта в прынцыпе расійская палітыка, она давно агучана, яны супрацоўнічаюць з той уладай, якая зараз кантралюе дзяржаву. В гэтым кантэксце гэта зразумела, але разам з тым гэта не дальнабачна, таму што мне здаецца, што любы аналітык бачыць, што гэта ўлада ненадолго, и складать сияки в один кошек дзеля того, каб падтрымаць Лукашенко, які трымаецца зараз на шахтах ОМОНу, гэта крыху недальнабачна. Ну, тым больш, што в прынцыпе, калі вчытацца падрабязнасці, то з тымі ж крэдытамі аказваецца все не так проста, і падтрымка Лукашенко з Кремля ідзе больш моральная. Ты з нейшым не згодны, хочаш паспрашацца? Нет, ну просто это все понятно. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, моральная там подтрымка или материальная. Вопрос в другом. А зачем? Самый основной вопрос. Интерес где? Где интерес Китая поддерживать Координационный совет? Про Китай я от Координационного совета вообще ни слова не услышал. Где интерес России поддерживать Координационный совет? Где интерес Запада поддерживать и Америки поддерживать Координационный совет? То есть, ходит Латушка вместе с Тихановской, рассказывает, что они за все хорошее, против всего плохого, за права человека и так далее. Современная политика достаточно цинична, и под эти разговоры можно получить какие-то деньги на поддержание СМИ, на выплату жертвам репрессий, на что-то еще. Можно получить моральную поддержку, можно получить очередную глубокую озабоченность 100-500 за последние. И все. А дальше что? А для того, чтобы было дальше, должен быть интерес. Интереса нет. Лукашенко, я думаю, что Россия правильно поддерживает Лукашенко. Он в наибольшей степени на сегодня отвечает национальным интересам России. А кого він підтримує? Не відповідає інтересам Росії, але то інші не відповідають їм ще більше. Це так. На конт Америки так само все вельми складано. Нагадаємо, що в листопаді відбудуться в Америці вибори. І Америка зараз заклопошена своїм внутрішнім конфліктом поміж демократами і республіканцями. Їм явно буде не до Білорусі. Хіба що в Білорусі повинно здаритися нечто екстраординарне не в масштабах Білорусі, а в масштабах як мінімум регіону. На кшталт размещения ядерной зброї. Тоді, можливо, не заклопотиться ситуація в Білорусі. Тоді вже буде поздно клопотитися. Китай так само, в принципі, він показує виразно, що у його не такі великі інтереси в Білорусі. Сьогодні опубліковані дані по інвестиціях, які за цей год упали в кілька разів. Це говорить, що Китай так само не складає всі яйки в один кошик, і вони думають, яким чином все ж таки мінімізувати свої ризики. Європа, як Європа, вона поділена. По Китаю. На этом недосовбезе, как он там называется, все время забываю, где общественные слушания проходили, и по ситуации в Беларуси было очень интересное выступление китайского представителя, который сказал, что заинтересован в том, чтобы никто, он подчеркнул, никто не вмешивался во внутренние дела Беларуси. И, на мой взгляд, это был, скажем, посыл не столько даже Западу, сколько Российской Федерации. Какие бы там ни были инвестиции сейчас, но дело не только в инвестициях, дело в транзите. И в транзите, и в том, чтобы Беларусь сохраняла статус-кво, возможности транзита и на Запад, и в Россию. Китай заинтересован очень сильно, и эти свои позиции будет защищать. В том числе и от России, как мне кажется. И в значительной степени этим определяется позиция Лукашенко, довольно наглая по отношению к России, скажем прямо. После переговоров в Сочи он там о чем он мог договориться? Он мог договориться Путину, и Путин, и Лавров, остальные официальные лица 10 раз сказали: договаривайся со своими протестующими, как-то решай проблему. Абсолютно. Вероятно, он что-то там пообещал. Потом он приехал, на следующий день выступает и говорит: так, у нас Конституция, мы будем говорить с профсоюзом и БРСМ, Всебелорусское собрание. Туфта. Вчерговый раз всех кинуть просто. В черговый раз всех кинуть — абсолютная разводка. Значит, на чем-то же он базируется, кроме своей природной наглости и изворотливости для таких заявлений. Мне здається, що він базується именно на своей наглости и изворотливости, и на шахтах ОМОНа. И все ж таки то, про что мы говорим, оно подводит до одной высновы, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И что проблемы Беларуси никто не вырашит, апроч Беларуси. Апроч Беларуси. Кстати, ни Америка, ни Европа, ни Китай, ни Россия не будут активно вмешиваться. А когда будут вмешиваться, то это докладно не в интересах Беларуси. Окей, дальше. Для того, чтобы эти проблемы решались, нам необходимо, повторяю то, что говорим последние 3-4-5 месяцев, создание политического субъекта, который может быть стороной в переговорах. Мне хочется стукнуться головой об стенку, потому что мне надоело это повторять. Окей, для того, чтобы создать, является ли Координационный совет на данный момент таким субъектом? Частично является. Частково навіть признано тими ж Єврозв'язом, як... Єврозв'яз може йти курити бамбук далі. Все зрозуміло, але це все ж таки додає їм легітимності певної, додає певної ваги
в очах и не только белорусов, и Лукашенко, и всех остальных. Я в этом сомневаюсь. Вопрос в другом. Для того, чтобы решалась проблема, нужно, чтобы Путин и Россия выходили на переговоры с кем-то. С кем? С Координационным советом в его теперешнем виде? А чему Путин? А кто? Лукашенко. Номенклатура Каря Лукашенковская. Без Путина и России ничего не решится. За исключением какой-то непредвиденного развития событий, когда, я не знаю... Третья сила. Ну, либо это третья сила внутри белорусская, но мы можем на это надеяться до бесконечности. Либо это, например, я не знаю, какая-то авария, какой-то эксцесс исполнителя, какой-то всплеск насилия, который вызовет просто бунт, как в варианте с Чаушеску, когда начнут просто рвать на части всех, кто за Лукашенко голыми руками. Насколько это возможно, я не знаю. И насколько это корисно для Беларуси, в принципе, так само сумнівно. Сумнівно, так. Значит, с Лукашенко недоговороспособен, с ним разговаривать не о чем. Если он может о чем-то говорить, то только под давлением. Кто на него может нажать? На него могут нажать две силы. Путин и силовики. И Китай. Из внешних сил. Из внешних, так. Значит, Путин и Китай. Товарищ Си. Цзиньпинь. Если я ничего не путаю. Так. Вот. Значит, для того, чтобы они нажали, необходимо два условия. Первое, они должны четко получить какие-то ясные представления о позиции Координационного совета о защите интересов России и Китая в Беларуси. Или как минимум отношений Координационного совета к этим интересам. Озвучено? Нет, не озвучено. Второе, координационное... Навод не сформулировано. Ну, я не знаю, что они сформулировали, что не, что там со свечкой не стою. Вот. Значит, следующее. Кроме этого, необходимо, чтобы Координационный совет стал субъектом, полноценным и сильным. Для того, чтобы он стал полноценным и сильным, он должен трансформироваться. Обобранамся Светлана Тихановская повинна принять присягу как президент. Я с этим абсолютно не согласен. Ну, это один со шляхов, как зробить. Это их ослабит, а не усилит, на мой взгляд. Я тебе объясню почему. Не надо строить политическую силу на лжи и на манипуляциях. Мы не можем знать, получила она 50% плюс один голос или нет. Ну, так само правда. Так. У нас есть четкий вариант, что выборы не состоялись, президент не избран. Вот это правда. С этим сложно спорить, потому что там был такой бардак везде, во всем, и в процедуре, и в самом ходе кампании, и в терроре, и в нарушениях, и в манипуляциях, что выборы не состоялись. Значит, как Координационный совет обосновывает свою легитимность? Значит, у нас есть избранный президент Тихановская. Стоп, а кто сказал, что она избранный президент? Ну, это шлях их обґрунтования. Это Иначе она не является вовле никем. Стоп, это шлях их обґрунтования. Значит, после этого якобы избранный, непонятно, недоказуемо избранный президент назначает двух представителей, которые своим решением абсолютно призначаются Координационный совет, який выбирает президиум с 7 человек. При этом все это происходит без правил, без каких-то ясных процедур, абсолютно волюнтаристски. Мне нравится, мне не нравится. Это еще больше понижает легитимность. Представительство этого Координационного совета, партии, движения, все остальное представлено? Нет, не представлено. Это еще больше понижает его легитимность. И есть важный момент. У них же устав, или не устав, как у них называется? Некий меморандум? Не. Ну, неважно. Их документ, по которому они определяют все процедуры, объясняет, что никто из граждан Беларуси, находящихся за пределами Беларуси, не может быть включен. Один из их принципов. Значит, прямой шлях для того, как Координационный совет старался в турме. Нет. Дело даже не в этом. Дело в том, что, простите, а почему вы дискриминируете граждан Беларуси, находящихся за границей? Они не граждане Беларуси, они второго сорта, третьего. Они неправильные. Дима, мы можем критиковать Координационный совет. Я разбираю по этим. Дальше. Часть Координационного совета сейчас сидит, вторая часть находится за границей. Значит, в соответствии с собственными принципами они уже не могут представлять Координационный совет. Простите, легитимность где? Представительство где? Представляют они кого? Социологии нет. Да, мы знаем, что кто-то их поддерживает. Они эту проблему осознают, сказали, позвоните нам там... 400 тысяч неких голосов. 330, 400 тысяч. Ну хорошо, ну пусть они наберут миллион. Ну хорошо, у тебя миллион. Да, это что-то значит, но это еще не превращает вас в полностью легитимную силу. У вас есть миллион представителей. Сколько у остальных, мы не знаем. Вот. Ну, значит, что, на мой взгляд, для того, чтобы создалась эта сила, можно сделать? Первое, начать
изменить собственные документы, по которым они действуют, привести их в соответствие, ну, просто с обычным здравым смыслом, перестать дискриминировать остальных граждан Республики Беларусь. Поширить склад президиума. Поширить склад президиума. Основно это самые склады. Да, включить в него представителей партий, движений, общественных групп, причем всех, а не только тех, которые им нравятся, включая пророссийские, которые тоже есть, Включить диаспору. Включить туда, вплоть до того, что и БРСМ, и Белую Русь, если они изъявят желание, запросить их туда. как минимум публично озвучить приглашение принять участие. Тогда вы действительно становитесь силой. В составе самого Координационного совета сформировать какие-то комиссии, комиссию там, по международным делам, по экономике, по здравоохранению, по обороне, выработать четкую ясную программу. А так, ну что, так можно дальше метаться между Брюсселем и интервью на Первом канале, рассказывая, что мы мост. Ну, мост он для того, чтобы по нему ездили, по нему и ездят. Ну, что это? Ну, Дима, при всех этих недохопах все ж таки Координаційного совета я больше сподіваюся на вмешание 103-й силы, потому что пока что у нас идея споборництва некомпетентности за Буду в Баку. Кто больше некомпетентный? Более того, я не исключаю, что как еще может измениться ситуация, если Лукашенко просто тупо сорвет очередной раз эмоции, он прикажет всех бить, стрелять или устраивать что-то еще, и потом будет особливо на фоне экономичного кризиса. Особливо на фоне экономичного кризиса. Если, я не знаю, там выезжает БТР и начинает стрелять по протестующим, значит, дальше два варианта. Либо все разбегаются, зашиваются под плинтус, либо начинают рвать руками тех, кто за Лукашенко. Тех, кто стрелял. Так. Не только, вообще всех да. Кого поймают, тех и рвут. Так. Ну, если я не знаю, там поезд какой-то сойдет под откуда. Вот должно произойти обычно, часто в истории, в таких ситуациях, при таком напряжении происходит какое-то случайное событие. Так. Таким чином будемо чекати випадкові події на наступному тижні, або раз тиждень, або раз 2 тижні. З вами був Сиренівський безперспективняк з Нью-Йорка. Подписывайтесь, коли ласка, натискайте лайки, дискутуйте, критикуйте, сварите нас. Для нас вельми важна зворотная совесть. И до встречи раз тиждень. Я думаю, что мы уже перейдем на нормальный наш график. Раз на тиждень будем по понеділкам. По понеділках. Ну, сподіваюся, що никого больше не, надеюсь, что никого больше не посадят, но в условиях, так сказать, призрака гражданской войны, бродящего по Америке, ничего гарантировать нельзя. Так само правда. Всего наилучшего, до следующей недели.